Всем здравствуйте! С вами я, Оля Бро, на канале моем Тестуем. Рада, как всегда, нашей встрече. Сегодня у нас гадание будет на тему, что нас ждет в декабре. Гадаем на Червенную даму. Смотрим, что ожидает Червенную даму в декабре, что принесет декабрь, насколько он будет успешный, удачный в любви, работе, бизнесе, в оформлении каких-то документов. У каждого свое. Гадаем для всех. Я беру Червенную даму. Вот смотрят девочки и бубновые, и трефиные. И мальчики, если заходят, тоже смотрят. Вкладывают свой двойник в даму. Ну что ж, поехали. Червенная дама в декабре. Какой будет месяц? Насколько успешный? Насколько удачный? Ну что нам скажут карты? Ищем нашу червенную даму. Червенная дама с надеждой на Бубнову. Интересует какая-то информация по поводу подруги, приятельницы. Давно не видела. Так. Попусту переживать будет. Девяточка — это болезнь, то есть болезнь Господи, простите меня. Болезнь минует, переживания уйдут. Будет какой-то праздник, застолье по поводу оформления документов, радость. Ну, для кого-то это субсидии, для кого-то это приказы о назначении, для кого-то это приобретение жилья. Нас смотрит большая аудитория, поэтому у каждого проигрывается своя ситуация. Так, что нас ждет? Будет встреча с этой долгожданной подругой. Немножко она ее опечалит. Разочарование будет в какой-то вашей приятельнице, бубновой даме. Ожидает дальняя дорожка. Для тех, кто запланировал. Да, я вижу дальнюю дорожку. Хорошую дальнюю дорожку. Дальнюю дорогу, которая принесет интерес на работе. Обычные переговоры, хлопоты, надежды, хорошие известия. Ну, возможно, для кого-то это подарки на новогодние праздники, потому что тут хорошие известия такие с материальным аспектом. Премии, подарки, повышение по службе. Ну, собственно, если рассматривать даже эту приятельницу, сказать, что это такое что-то серьезное, маленькая печалька, маленькое разочарование. Потому что, в общем-то, отношения с этой бубновой дамой, они всегда были и есть стабильные. Поэтому, скажем так, будет маленькое разочарование. Так, декабрь. В общем-то, расклад хороший. Расклад хороший. Встречи, хлопоты, стабильность.
Ну, какие-то, кто-то будет себя накручивать слегка, слегка накручивать, слегка будет переживать. Ну, в общем-то, это переживание, называемое, накрутило сама себя. Так, что уйдет, что останется. Что уйдет, что останется. Дорожки. Хлопоты, все это уходит, разговоры, переговоры. Переживание из-за каких-то все-таки документов, да? Что-то не срастается, хочется побыстрее. Дороги все открыты. Кто запланировал дальнюю поездку, да, дороги открыты, рекомендуют. Карта рекомендует вам дальнюю дорожку. И дальнюю, и ближнюю. Что, с чем мы остаемся? Ну да, пустые переживания. Пустые переживания. Так. 4, 5, 6. Пустые переживания. Как будут развиваться события в декабре, как они будут у нас развиваться. Первоначальный прогноз хороший. Посмотрим развитие. Так, для вас, червяные дамы, какие-то пустые разговоры, возможно, не очень приятный разговор. В доме нечаянный интерес идет конкретно червяной даме на сердце. А на сердце вы надеетесь на встречу с благородным королем. Да. Для меня, так, на сердце что будет? Вы надеетесь на благородного короля, а в ранней дорожке встречаете, то есть встретите с любовью к вам трефенного короля. То есть встреча будет с этим королем. Но развитию отношений препятствует некая злая женщина. В этой даме можно прочитать негативные программы, которые мешают вам, вашим отношениям и дальнейшему развитию с этим трефным королем. Да, такие хорошие воздействия, препятствия. Встреча все равно будет. Все равно эта встреча будет с трефным королем. Значит, те девочки, которые смотрят на любовь на декабрь месяц, то есть я вижу встречу с каким-то, знакомство с каким-то новым мужчиной, который так хлопочет и так настойчиво, несмотря на все препятствия, идет в вашу жизнь. Так, а с чем останется червяная дама? С чем останется червяная дама в декабре? Да, какие-то переживания идут из-за дальней дорожки. Пустые переживания. Сомневаетесь, вы ехать или не ехать. Да, попусту. Идет интерес. Подарки новой дамы. Казенные интересы. То есть на работе все стабильно. У вас каких-то таких особенных событий я не вижу. Разговоры ровно, спокойно. И вот эти вот где-то так не особо вас касающиеся переживания. У кого-то это отыгрывается, что что-то происходит не очень хорошее с их знакомыми. Лично вас это не касается. Ну, касается таким образом, что неприятная информация. Зато идут очень хорошие известия по оформлению документов, пенсии, субсидии, приказы о назначении. Кого-то ждет увеличение в зарплате, новое место работы. В общем, так неплохо, неплохо. Так, что у нас дальше? Печальки отходят. Дорожки отходят. Переживания уходят. И мы остаемся
И мы остаемся с интересом, да? И в итоге мы со своими разговорами. Так, ну и что в итоге, какой у нас будет в ранней дорожке? То есть это первая половина декабря. Переговоры, хлопоты по поводу каких-то казенных вопросов с интересом. То есть разговоры состоятся с интересом. Вы получите надбавку, новую работу, решите казенные дела в казенных домах, извините. Так, что это? Ну, кто-то хочет посетить ваш дом, но у них не получится. Кто-то из ваших приятелей, какая-то семейная пара планирует встречу, но есть препятствия. Да, опять тут есть препятствия, то есть встречи с друзьями кто-то помешает. Кто-то помешает. Ну, для вас это проигрывается с неожиданным интересом. По-видимому, будет какое-то очень интересное предложение, и это предложение помешает встрече с вашими друзьями. Так, подведем итоги. Декабрь. И начало месяца, и конец месяца. Прекрасное настроение, подарки, деньги, документы, такие, ну, премии, я уже говорила, да, подтверждают карты. Все очень-очень удачно складывается. Так, благодарю. Так, благодарю карты. Сейчас посмотрим. Троечка. Троечка. Так, что нам советуют карты ангелов? Посмотрим советы на декабрь. Карты ангела. Что нам советуют? Такие прекрасные, красивые карты. Замечательные. Что же они нам посоветуют, что они нам подскажут, какой дадут совет для декабря месяца? Сейчас посмотрим. Так. Что нам посоветуют? Что нам посоветуют? Так, совет от карты ангела на декабрь месяц. Любовь. Вот. Вообще великолепно. Значит, у нас декабрь будет проходить под знаком любовь. Любовь во всем. Любовь. Так, не знаю, вот так хорошо видно. Сейчас мы послание зачитаем, что нам надо знать. Так, эта карта означает, что ангелы услышали ваши мольбы. Они видят любовное томление вашего сердца и уважают его. Теперь ангелы будут помогать вам искать любовь в своей жизни. Ангелы будут направлять вас, подсказывать путь к исполнению желания. Например, вы можете почувствовать сильное внутреннее стремление отправиться в определенное место, и там встретите человека, с которым вас свяжут любовные отношения. Ангелы могут побудить вас заняться самосовершенствованием, повышать образование, сесть на диету или заняться физкультурой. Следуйте их указаниям и непременно найдете свою любовь. Ну вот мы смотрели расклад цыганский, и там у нас тоже как бы вероятность для очень многих женщин, девушек, встреча с любимым в дальней дороге. Ну, мы же знаем, что если есть желание, должно быть действие и приходит решение. Поэтому, ну, что можно лучше пожелать? Декабрь под знаком любовь. Всем нам любви. Вот так вот хорошо видно. Всем нам любви. Всем нам удачи. С вами была Уля Бро. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, какие темы вас интересуют. Какие вопросы следует поднимать. Я вас люблю.
До встречи. С вами я, Уля Бро. Пока-пока.